Борьба с коррупцией – это главный лозунг практически всех кандидатов во время предвыборных кампаний. Однако с каждым годом это явление в нашей стране не уменьшается, а растет. По данным организации Transparency International, 2015 года Республика Молдова остается на 103-м месте из 168 стран по уровню коррупции. Можно ли победить мздоинство в нашей стране? Что для этого необходимо сделать? С такими вопросами мы вышли на улицы Камрата и обратились к простым горожанам, дабы узнать их мнение по этой проблеме. Коррупция существовала, но в той степени, это уже перебор всему. Это уже не коррупция, это называется простым элементарным народным словом воровство. Прямое воровство, в общем-то, подтверждается это уже исследованием, которые проводят международные организации типа КРОЛ, которые подтвердили, что, в общем-то, есть соответствующие документы, подтверждающие факт наличия воровства уже порядка 250-300 миллионов долларов. Конечно, наша вся республика. Коррупция развита, мне кажется, лучше, чем во все страны вообще. Там все ворит, мафия, там все воруют. И деньги не хватает им. В карман деньги ставят. А это лидеры, они им только дай. А лидерам ничего не дают. Они мало лидерам дают, мало. И катаются на таких дорогих машинах катаются. Их Бог накажет Бог. Все равно им это добром не окажется, а только сами себе зло делают. Надеяться только на то, что их Бог когда-нибудь накажет, наверное, этот факт говорит о том, что простые наши граждане совсем отчаялись из-за безысходности. Мы очень долго ходили по городу и опрашивали людей, чтобы выяснить, что же такое коррупция и только ли чиновники виноваты в том, что она существует в стране. А может быть, и сами люди тоже чуть-чуть в этом замешаны. Так что же такое коррупция в народном понимании? Коррупция – это получается... Это такой механизм, который человечество придумало, без которого не подмажешь, не поедешь, если так в народном выражении высказать. Чиновников пошел, дал деньги, пошел и врачи, и учителя, все берут деньги. Это тоже коррупция. Надо что-то, какое-то дело там, и пока не дашь, ничего не откроешь, там какое-то дело надо что-то провернуть. Пока надо дать, а потом. Кто имеет возможность приложиться к казне, да, к бюджету, те этими и пользуются. Ну, во-первых, из-за низких зарплат, низких ценовых составляющих, конечно же, с учетом того, что огромное количество повышений цен за последнее время, и у людей не хватает финансовых средств для того, чтобы оплатить за данные, оплатить свою жизнь, жизнь близких и знакомых, конечно же, они вынуждены, мне кажется, выходить за рамки закона для того, чтобы иметь возможность дать себе шанс жить и выжить дальше. Возможность выжить и жить дальше. Другого выхода нет. Так думают наши респонденты. А может, и был выход, только его у людей отняли. Более того, что наша страна достаточно бедна экономически по сути своей, по содержанию, по отсутствию определенных экономических ресурсов, полезных ископаемых и так далее, известные факторы. Наше правительство позволило, прикрывшись европейским таким движением в сторону Европы, своровать этот миллиард, который, в общем-то, конечно, подкосил очень здорово нашу экономику. Этот миллиард не своровали бы из казны нашей Республики Молдова, конечно, наши люди жили бы намного лучше, и пенсии были бы выше, повышение пенсии было бы процент выше, и было бы легче жить, конечно, было бы легче. Да. Что касается миллиарда, я думаю, если этот миллиард просто хотя бы 70-80% пустить было, куда оно было назначено, то, естественно, все это было бы наяву и сразу видно, это же не 100 рублей и не 200. Многие из респондентов не в камеру говорили о том, что коррупция начинается с проведения нечестных, сфальсифицированных избирательных кампаний. Если не исполняется законодательство во время выборов, то избранные депутаты, мэры, главы администраций являются нелегитимными. Поэтому многие из них
плевать хотели на законы. Без сомнения, борьба с коррупцией должна начинаться именно с налаживания порядка на выборах, считают камрадчане.